В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 2 февраля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. 125 тысяч звонков за 1,5 недели работы. Единый колл-центр Минздрава работает в полную силу. В Ленске прошлой ночью полностью выгорел дом в микрорайоне Северный. Наш корреспондент побывал на месте происшествия. Мощность котельных вырастет в 1,5 раза. В республику направят денежные средства на ремонт котельных и замену теплосетей. Якутия – классика современность. Новому проекту театра оперы и балета ровно год. На концерте побывала наша съемочная группа. Исторически важный момент. Сборная команды Республики Саха-Якутия сегодня выступила на чемпионате России по художественной гимнастике. В Якутии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Но по результатам мониторинга заболеваемости в течение 2 недель ситуация может измениться. Ожидается, что в течение текущей и следующей недели по городу Якутску заболеваемость постепенно начнет снижаться, а в районах республики наоборот возрастать. Уже сейчас рост заболеваемости наблюдается в Мирнинском и Ленском районах. Тревожная ситуация складывается в Алекминском и Тампонском районах. Грядущие изменения эпидситуации требуют серьезной подготовки и слаженных оперативных действий со стороны районных оперштабов. Об этом сегодня в ходе суженного заседания Республиканского оперштаба сообщил глава республики Айсен Николаев. Районные оперштабы должны принять все меры по упрощению процедуры приема заболевших, при необходимости разворачивать дополнительные амбулаторные центры для недопущения перегрузок на первичное звено, не допускать массовых очередей в районах и участковых больницах. За минувшие сутки в Якутии выявлено 3314 случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровел 1521 пациент. За сутки было госпитализировано 123 человека с ковидом. Отмечается, что несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, у большинства людей регистрируют легкое течение болезни. Особое внимание я прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное образование, он направлен на разделение скученности и предотвращение заражений среди больших групп детей. Поэтому прошу внимание обратить на то, чтобы дети не посещали общественные места. За сутки из всех заразившихся, соответственно, 21 ребенок. В целом по республике около 30% больных в стационарах – это у нас дети. Сегодня медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Глава республики обращает ваше внимание на необходимость создания резервных бригад при возникновении коллективных заражений. 1000 человек находятся под наблюдением алданских медиков с диагнозом омикрон. И каждый день количество больных возрастает на 70-80 человек. Возможный спад волны омикрона специалисты ожидают к концу февраля. Подробнее в следующем сюжете. Омикрон продолжает жатву на территории Алданского района. Вирус не щадит никого. В списке старики, взрослые и дети. В сутки прирост больных составляет в среднем 90 человек. На сегодняшний день Алданский район уже вовлечен в эпидемический процесс наряду с Якутском и Мегино-Каргалатским районом, Нерюнгри, Мирным. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится порядка 1000 человек, 17 из которых госпитализировано. Все госпитализированные не вакцинированы, с разной степенью тяжести. Активно болеют дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, что также осложняет течение. На сегодняшний день очень большая нагрузка идет на амбулаторное звено. Состоявшийся факт, что в стационар попадают те, кто игнорировал прививку. Те же, кто успел вакцинироваться, переносят заражение омикроном в легкой форме. Лабораторное подтверждение к нам пришло. Да, у нас уже зафиксирована циркуляция штамма омикрон, но не исключено, что также продолжается циркуляция штамма дельта, который вызывает пневмонию. По мнению эпидемиологов, снижение уровня заболеваемости омикроном можно ожидать к концу февраля, пока же на территории района продолжают действовать ограничительные меры, которые объявлены по всей республике. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. За 1,5 недели работы единый колл-центр Минздрава по вопросам коронавируса принял более 125 тысяч звонков от жителей столицы. Обращения граждан обрабатывают 130 операторов в круглосуточном режиме. Подробнее о работе колл-центра в следующем материале.
Операторы единой горячей линии 122 работают в 3 смены. Если утром и днем звонки принимают 50 человек, то ночное время работает 30. Основной костяк операторов составляют студенты медицинских учреждений. Перед вступлением на смену они проходят инструктаж. Ежедневно уточняются моменты взаимодействия с поликлиниками и гражданами. Так, заявочка оформлена, ожидайте. А вам больничный нужен? Но бывает температура там стоит 38,5. ПЦР бывает положительный. Бывают ли повторные звонки? Да, бывает. И бывает, когда лекарства принесут. И когда больничный закрыть. За смену операторы обрабатывают в среднем 100 обращений и перенаправляют в поликлиники Якутска. Только за прошлые сутки в единый колл-центр поступило 13 700 звонков. Стоит отметить, что в горячей линии 122 включены 5 поликлиник и единый колл-центр по линии Минздрава. По 122 и добавочному номеру можно дозвониться до самой поликлиники. Поликлиники принимают свои вызовы с 8 утра и до 6 вечера. После 6 вечера, когда пациент дозванивается до номера 122, автоматически происходит перенаправление на единый колл-центр для оформления вызова, который потом уже распределяется по поликлиникам. Как отмечают работники колл-центра, дозвониться до них намного легче, чем до самих поликлиник. Среднее время ожидания составляет 1 минуту. Все обращения граждан регистрируются и перенаправляются до медицинских учреждений. За время работы колл-центр обеспечил доступность медпомощи для населения на фоне роста вызовов и упорядочил работу поликлиник. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. В Мирном откроют амбулаторный центр для людей с ОРВИ. Такое решение принял оперштаб Мирнинского района, чтобы равномерно разгрузить поток пациентов местной поликлиники. Под амбулаторию выделили здание детско-юношеской спортивной школы по Ленинградскому проспекту. Большая площадь и вентиляционная система спортивного заведения позволят постоянно обеззараживать воздух. Амбулаторный прием со 2 февраля будут вести врачи районной больницы и медцентра Алроса с 8 часов утра до 8 вечера. Таким образом, в день помощь планируют оказывать 250 пациентам с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Прием в амбулатории будут вести только по предварительной записи. Жителям старше 60 лет рекомендуют вызывать врача на дом. Здесь будут принимать взрослое население старше 14 лет. В центре амбулаторной помощи пациенты с симптомами ОРВИ – это температура до 38 градусов, кашель, насморк, иные признаки ОРВИ смогут пройти осмотр у врача, сдать экспресс-анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. При положительном экспресс-анализе будет взять материал на тестирование методом ПЦР. Также хотим уточнить, что в связи с особенностями лечения детей, детское население до 14 лет приглашаем в ОРВИ-кабинет детской поликлиники или сделать вызов на дом. Не тонут, так горят. Дома микрорайона Северный в городе Ленске, построенные как временное жилье сроком на 5 лет, давно пришли в негодность для проживания. Совсем недавно мы рассказывали о регулярно выходящих грунтовых водах, размывающих фундамент дома по проспекту Строителей. Прошлой ночью еще один дом в этом микрорайоне выгорел почти полностью. На месте событий побывала наш корреспондент Анна Кожевникова. Восстановлению не подлежит. Прошлой ночью в городе Ленске дом номер 16 по улице Омская в микрорайоне Северном загорелся. Пожар начался с квартиры номер 8 на 2-м этаже. А хозяин до сих пор не в курсе произошедшего. Остались без крыши над головой и без теплого угла в прямом смысле этих выражений. Среди ночи, оказавшись на улице, деревянный 8-квартирный дом всполохнул как свечка. Огонь по межквартирным перекрытиям молниеносно спустился на 1-й этаж. Выгорели полностью 2 квартиры, номер 8 и номер 3. В 7-й в полу зияет дыра. Передвигаться по 2-му этажу опасно. Жители словно родились в счастливой рубашке. Никто не пострадал, но все имущество утрачено. Сигнал поступил в 1 час 37 минут. Для пожара были привлечены, на тушение пожара были привлечены пожарно-спасательные части номер 1 и номер 2. Были привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. В ходе тушения пожара были эвакуированы 5 человек, 2 из которых детей. Пожар ликвидировали в 3 часа 58 минут. В настоящее время проводится проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
Пока причины пожара не определены, но невооруженным взглядом понятно, что дом восстановлению не подлежит. Все, что не сгорело, залито водой. Отопление, электроэнергия, водоснабжение отключены. А мародеры уже успели вскрыть менее пострадавшие квартиры, невзирая на беду, настигшую погорельцев. Теперь они ждут заключения экспертной комиссии, которая произведет оценку ущерба, согласно чему можно будет признать дом аварийным, о чем сообщил по телефону замглавы города. На сегодняшний день, я говорю, принято решение обследования этого дома, произвести обследование. И по заключению обследования будет принято уже окончательное решение по этому дому. На сегодняшний день он не значится аварийным, то есть он не признан аварийным. Но вот до пожара, я имею в виду. Там две муниципальные квартиры, значит муниципалитет может принять сам решение по обследованию этого дома. Все дома микрорайона Северный были построены после наводнения 2001 года как временное жилье сроком на 5 лет. И не мудрено, что сегодня они то горят, то тонут в грунтовых водах или канализации. Большинство из них непригодны для проживания, но в программу переселения вошли единицы. Наш телеканал не раз рассказывал о бедах, которые сопровождают жителей микрорайона Северный. Мы будем продолжать держать в курсе событий зрителей о дальнейшем развитии судеб этих многострадальных домов и их жильцов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Несколько дней назад президент России поручил правительству до 1 мая подготовить предложение по усовершенствованию механизма регистрации лиц без определенного места жительства и обеспечению их прав на получение пенсии и медпомощи. У нашего региона в этом вопросе есть большой опыт. В целях решения проблемы защиты прав лиц без определенного места жительства и попавших в тяжелую жизненную ситуацию в республике с 2018 года проводится социально-благотворительная акция «Путь к дому». За все время за помощью обратились более 700 человек. Вследствие государственным органам, уполномоченный по правам человека в республике, и его аппаратом был разработан целый законопроект, который передали в Госсобрание. В республике нужно законодательное регулирование вопросов профилактики бродяжничества и попрошайничества на территории республики. Поэтому парламент нас услышал, создана рабочая группа в постоянном комитете, который занимается вопросами социальной защиты и здравоохранения. И в свете поручения президента Российской Федерации, который посвящен как раз решению вопросов, системному решению вопросов бездомности. Надеемся, что эта работа будет ускорена. Фонд национального благосостояния направит в Якутию 273 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт котельных и замену теплосетей в селах республики. Всего в этом году фонд намерен распределить между регионами не менее 105 миллиардов рублей. Отмечается, что после проведенных работ в Якутии мощность котельных вырастет в 1,5 раза, и к ним можно будет подключить 254 индивидуальных жилых дома и 3 социальных объекта. В Алроса-Лена завершается первый этап ремонта судов к навигации. Рабочие приводят в порядок движительно-рулевой комплекс теплохода СК-2085. Это гребной вал, часть сложной конструкции движительно-рулевого комплекса. С помощью механизма судно двигается. За навигацию элементы изнашиваются и теряют размер. Гребной вал восстанавливают, наплавляют полуавтоматической сваркой. В ремонтно-механическом цехе обтачиваются другие элементы движительно-рулевого комплекса. Рабочие проводят облицовку гребных насадок и винтов. Отремонтированный механизм поставят на судно после выморозки. На место до 15 февраля планируем поставить уже. Я думаю, как раз как закончим работы в ремонтно-механическом цехе, приступим к монтажу ДРК. Подвели итоги прошедшего и наметили планы на новый 2022 год. Сегодня в Якутске прошло расширенное совещание коллегии прокуратуры под руководством начальника управления Генеральной прокуратуры на Дальнем Востоке. Надзорный орган отметил восстановление прав обманутых дольщиков и погашение долгов по зарплате на более чем 806 миллионов рублей. Приоритетными остаются вопросы защиты прав детей. Так, дополнительно выделено более 100 миллионов на жилье сиротам. Кроме того, Республиканской прокуратуре в этом году поручено обеспечить решение социальных вопросов, усилить надзор за безопасностью на производствах, травматизму и занятости населения. Также на коллегии выступил глава республики Айслан Николаев. Он отметил, что благодаря взаимодействию правительства и прокуратуры решается множество задач, связанных как со здравоохранением, так и защитой прав предпринимателей и борьбе с лесными пожарами. Проведено межведомственное совещание, на котором выработаны конкретные мероприятия, направленные на активизацию контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов,
привлечение дополнительных ресурсов для тушения и предупреждения лесных пожаров. В результате совместной с регионом и с Минприроды России работы, а также с учетом ранее внесенного в Рослесхоз представления на 2022 год региону увеличено финансирование с федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере более 1,6 миллиардов рублей, что требует организации системного надзора за их целевым расходованием при подготовке к пожароопасному периоду. У нас увеличивается уже сейчас численность работников лесопожарных учреждений, создаются 4 новых авиаотделения, аэромобильная группировка при службе спасения республики, приобретается оборудование по искусственному вызыванию осадков, которые будут уже в собственности республиканской авиакомпании «Полярные авиалинии» уже с этого года. В целом сейчас отрабатывается новый подход к системе тушения пожаров, в том числе порядок реагирования сил до наступления чрезвычайной ситуации. Стабилизирован рынок труда республики, и сейчас уже почти 115 тысяч человек заняты в малом бизнесе, что является на самом деле историческим максимумом. И вот как раз выход людей из серого, скажем так, бизнеса, их регистрация активная в виде самозанятых. Традиционный ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти республики о результатах деятельности за 2021 год в связи с эпидемиологической ситуацией будет проходить в онлайн-формате. Старт отчету правительства Якутии 4 февраля в рамках передачи «Актуальное интервью» даст председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Прямые трансляции студии НВК «Саха» с участием членов правительства начнутся с 5 февраля на всех телеканалах и социальных сетях компании. Особенно важно для нас. Культурная жизнь республики не прекращалась, несмотря на пандемию. Музеи, театры, библиотеки и другие досуговые учреждения быстро перешли и перестроились на работу в онлайн-режиме. Традиционный ежегодный отчет о проделанной работе представил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов. Он рассказал, что 2021 был наполнен значимыми событиями. Так, в Алекминском районе прошел эссе «Халанхо», участниками которого стали более 4500 человек. Помимо этого, Саха-театр стал лауреатом престижной премии «Онегин», а фильм «Тыгындархан» с победным шествием обошел ряд международных и российских фестивалей. На 2022 год поставлены не менее амбициозные цели. Планируется проведение на высоком уровне столетия Якутской ССР, а также мероприятий, посвященных Году культурного наследия в России и Году матери в республике. Нам аплодировали, мы добились результатов, мы показали премьеры, музеи наши открыли новые экспозиции, выставки. Но и в целом основные мероприятия, которым всегда гордится и живет, наверное, общественное настроение, вообще настроение в целом населения нашей республики, это наша отрасль культуры. Мы провели эссе «Халанхо», мы провели юбилейные эссе, мероприятия, но и в целом те массовые мероприятия, которые сближают нас, окружают общим настроением гордости за свою Якутию, за то, что вместе живем, и за те достижения и таланты наших мастеров, особенно нашей даже балетной школы, которая вот сегодня подрастает. Наша ведь цель – это передать новым поколениям те ценности, которые и воспитывать новое талантливое поколение. К другим темам. В случае, если у семьи в юбилейный 2022 год родились близнецы, то выплаты по 100 тысяч рублей будут получать на каждого из детей. Напомним, что указом главы Якутии учрежден целевой капитал на детей, рожденных в этом году. По оперативным данным Минздрава республики, в этом году уже родились более 860 детей. Единственные критерии, которые определяют право семьи на получение выплаты, супруги должны быть гражданами России и иметь прописку в Якутии. На территории республики уже зафиксированы случаи, когда родились двойни. Нерюнгринцы Татьяна и Геннадий Цветковы отметили золотую свадьбу. Они создали свою семью полвека назад в городе Арсеньев Приморского края. А 43 года назад молодая семья по комсомольской путевке приехала в Южную Якутию, где у них выросли двое детей – сын и дочь. Отец семейства Геннадий Алексеевич 32 года проработал в компании «Якут-Уголь». За верность работе он был награжден памятным знаком «Лучшим по профессии» и «Шахтерская слава 3-й степени». Татьяна Владимировна всю свою трудовую жизнь проработала в сфере торговли. По словам супругов, прожить вместе полвека помогли понимание, терпение и мудрость. Мы очень счастливы. Приехали внуки издалека. Один из Петербурга, другой с Москвы. Дети здесь. Мы очень счастливы. Маленького нет, правда, внучка здесь, но он маленький совсем. И прожили мы хорошо все эти годы, 50 лет. Разные случаи были. Путешествовали, отдыхали. Ну и работали, растили детей, внуков,
Слава богу, неплохих. Всех. Если я где-то вспылила, муж просто отошел в сторону, промолчал. И все, и мир и покой. Поэтому, наверное, и живем 50 лет. Буддисты сегодня отмечают Сагалган. Накануне в якутском Датсане прошел предпраздничный молебен. В связи с эпидобстановкой было ограничено количество прихожан. Для тех, кто не смог попасть в Датсан, была организована трансляция. Считается, что молебен белого месяца играют решающую роль для благополучия грядущего года. Отметим, что в буддийской традиции празднование Сагалган приходится в разные годы на период между январем и серединой марта. Дату встречи Нового года по лунному календарю высчитывают при помощи астрологических таблиц. Это бурятский Новый год. Значит, он для меня то же самое, что и для всех россиян. Новый год, который мы встречаем 31 декабря, 1 января. И для нас, якутян, это такое же значение имеет эсэх. Эсэх летнее солнцестояние как бы. А здесь просто бурятский календарь, который схожий с тибетским. Поэтому для меня это имеет такое же важное символическое значение, как и Новый год. Любой Новый год. Сагалган – это бурятский Новый год, но мы не разделяем здесь, в этом якутском Датсане, на национальности. Сюда может прийти любой. Я, например, саха-буддист. Поэтому для меня это имеет крайне важное сакральное значение. Якутия – классика, современность. Так называется новый проект театра оперы и балета, который стартовал с февраля и продолжится ровно год. Цикл концертов посвятили столетию Якутской ССР. На первом концерте побывала наша съемочная группа. Непривычно пустые ложи и портеры. Несмотря на это, артисты театра оперы и балета волнуются, как при полном зале. Первый концерт проекта «Якутия. Классика. Современность» проходит в онлайн-формате. То есть насладиться концертной программой теперь могут все жители республики. Достаточно купить билет на сайте и там же подключиться к концерту. Необходим лишь интернет. Никаких движений не делают. Артистам, солистам очень сложно, потому что они привыкли петь для зрителей. А тут свет в глаза и напряжение есть такое у солистов. Специфика есть. Основной упор делаем на звук и на свет. В течение года в концертах прозвучат лучшие якутские песни, по-настоящему вечные произведения народа Цаха. Каждая программа будет посвящена определенному направлению и временной вехе. Несмотря на то, что сегодня в республике действуют ограничительные меры, мы решили работать онлайн, потому что для нас очень важно, чтобы наша труппа, наши артисты были в форме, и чтобы наш зритель мог насладиться нашим творчеством театра оперы и балета в режиме онлайн. Поэтому мы ждем всех зрителей на наши спектакли и концерты в онлайн-режиме. Коллектив театра в юбилейный год планирует большие гастроли в городах Урала. Также Международный день танца в апреле состоится уникальное событие. Это мировая премьера балета «Дягилев» сезона. А год завершится у артистов на сцене Большого театра. Там планируется грандиозная премьера национальной оперы «Нюргун Ботор. Стремительный». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня стартует эстафета Олимпийского огня. Она пройдет по территории 3 кластеров проведения соревнований. Эстафета завершится 4 февраля в день церемонии открытия Олимпийских игр. В общей сложности в эстафете примут участие около 1200 факелоносцев. Самому молодому из них всего 14 лет, а самому пожилому уже исполнилось 86. Как указали организаторы, 57% факелоносцев будут представителями рабочего класса. Кроме того, в эстафете примут участие иностранцы из более 20 стран и регионов мира. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная команды Республики Саха-Якутия сегодня выступила на чемпионате России по художественной гимнастике в Ульяновске. Это исторически очень важный момент. Республика впервые принимает участие в чемпионате страны в групповых упражнениях. Сборная команда гимнасток Якутии выступала по программе мастеров спорта в групповых упражнениях. Над ареной зазвучал якутский хамус и звуки таюка. В этом составе выступают спортсменки 2005-2006 года рождения. Они тренируются как команда с августа
августа 2021 года. Тренер сборной мастер спорта Советского Союза Оксана Казанцева. Команда отобралась и пробилась в состав участников чемпионата России. Соревнования продолжаются. В нынешнем феврале у россиян будет только один дополнительный выходной. Так, 23 числа текущего месяца страна отметит День защитника Отечества, который выпадает на среду и будет выходным днем. В марте в честь Международного женского дня выходным объявлены дни с 6 по 8 число включительно. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.